Ежегодно тысячи невинных людей по всему миру страдают от рук террористов. Преступники не разделяют людей на своих и чужих. Они губят и сметают все, что оказывается на их пути. Нет и не может быть на планете людей, поддерживающих это зло, уверены жители республики, которые сегодня вышли на площадь в Назране, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Я думаю, любой человек, он хочет в первую очередь мира и благополучия. И я думаю, ислам – это как раз-таки религия мира и добра. И мы должны это всегда помнить и знать. Мы мусульмане, и каждой пятничной молитвы слышим, что нельзя убивать, нельзя себя убивать, нельзя других убивать. И при этом видим, нам всегда говорят, что это прямая дорога в ад. Мы занимаемся спортивной борьбой, и мы хотели пожелать, чтобы никто не занимался терроризмом и не принимал наркотики. Глава региона отметил, что любое насилие по своей сути чудовищно, и неважно, кто и по каким причинам становится его жертвой. Никто из живущих на земле не имеет права решать, кто достоин жизни, кто нет, кто лучше или выше остальных по расе, вере, позиции. С этого и начинается любой террор. Нам не надо, к сожалению, я повторяю еще раз, к сожалению, ходить за примерами в других регионах или за пределами нашей страны. Мы прошли это испытание, мы видели это зло. У нас на протяжении ряда лет, там, к примеру, с 2006 года вот по 2009 год, было порядка 60 террористических актов. Много людей погибло, многие люди пострадали, получили увечья. И самое страшное, когда это зло творят наши с вами дети. Да, кто-то любит говорить, что у террористов нет национальности, у бандитов нет национальности. К сожалению, это не так. Вчера мы открывали в Магасе школу на 1500 мест. Вот эти детишки, которые там пели стишки, песни, эти детишки, которые сидели в классе, это все наше, родное. И если из них вырастает бандит-террорист, в этом виноваты мы с вами, общество. Можно говорить, что у него нет национальности, но есть у него национальность, есть у него тейп, есть у него папа, мама, братья. К сожалению, это все есть. И сваливать вину на кого-то, на темные силы, это неправильно. И мы должны это с вами понимать. Я хочу сказать спасибо всем, кто сегодня сюда пришел. И в нашем лице, в лице нашего народа, мы говорим нет терроризму в любом проявлении. В любом проявлении. И мы имеем на это полное, к сожалению, еще раз повторяю, моральное право. Почему? Потому что мы прошли через эти испытания. И я прошу вас послушать сегодня, что скажут с этой трибуны другие люди, и прислушаться, в том числе и к ребятам, которые вышли из этого состояния, не осуждая их, а наоборот, я всегда говорил, самое главное мужество любого человека – это признать свою ошибку. Признать свою ошибку. И послушать тех, чьи дети погибли, именно в Азат. И понять, посмотреть, мы все одни, мы все друг другу родственники, родные, близкие. На митинге коснулись и обстановки в Республике Союз Мьянма. Глава подчеркнул, что солидарен с мнением, что по отношению к мирным гражданам, мусульманам сейчас применяется чрезмерная сила. Страдают дети, женщины, старики, сотни убитых и раненых. Все, что мы можем сегодня сделать, это объединиться в своих молитвах к Всевышнему о мире, стабильности и прекращении кровопролития в республике. Как только появится возможность, по согласованию с МИД Российской Федерации мы организуем сбор для всех желающих принять участие в оказании гуманитарной поддержки и отправим адресную помощь беженцам, как это делали и прежде для народа Сирии. Нет в республике или во всем мире людей, которые равнодушны такому
процессу как международное зло, терроризм. Никто из нас с вами не поддерживает любое злодеяние против человечества, независимо от вероисповедания. Тем более, если это происходит целых не против личности одного-двух, а целых народов. Что нам делать в этих случаях? Кто-то сидит в интернете, все призывает к чему-то. Я хочу просто предостеречь этих ребят. Есть сегодня экстремизм и терроризм. Если вы пишете в интернете что-то, не призывайте к чему-то, чтобы вас завтра за это не привлекали к ответственности. Хотим мы этого, не хотим, вы все равно к этому идете. Отсюда все начинается. И Сирия отсюда начиналась. Но если мы сегодня видим такую несправедливость по отношению к целому народу, к нашим собратьям по вере, и этот митинг тоже, когда мы говорим против терроризма, против международного терроризма Ингушетии, мы против и такого терроризма против целого народа. Где бы это ни происходило, мы против. Конечно, мы дальше будем и отслеживать, и смотреть за этим, и соболезнования выражать, и всячески будем стараться помогать. Если будет возможность оказать гуманитарную помощь, все вместе соберемся, окажем помощь. Как мы делали и нашим братьям в Сирии. Мы несколько раз оказывали гуманитарную помощь. Да, мы не говорим об этом. Если надо, давайте будем говорить об этом. Но мы же помощь оказываем для того, чтобы политизировать это. Как я слушаю священнослужителей, левая рука не должна знать, что делает правая рука, если ты милость не даешь. Так я понимаю. Но наша сегодня с вами помощь этим людям в молитвах. Давайте молиться за них. На митинге в Назране выступил и молодой человек, который раньше воевал на стороне запрещенного в России исламского государства на территории Сирии. Все участники митинга услышали реальную историю парня, который участвовал в военных конфликтах и понял лживость той идеологии, которая проповедуется там. Магомед прошел через адаптационную комиссию и вернулся к мирной жизни. Он не побоялся сегодня выступить здесь, с трибуны в Назране, и призвать других последовать своему примеру. Почти цаншара Сирия ханусо, а молод южига албизм вот игр дикадер вай на данный момент дынга дал халашка вай пейд бара в первую очередь вай дай нани вай цагарчан вай пейд бери вай камун вай пейд берда солдик я вай ханда дас даушият вафу вай исхан дажа вай мал дагаш да целый шират цигишки цигтам Сирия хана хансо цивин шутаа со сабук хажа тан وصحما جدوح كأربعة ستة بارغتو يقول صحني على شيء صحني نخوري صحني نخويسون هو بارغتو يقولك صوتان بال وقت ديش عوقت صنو وصل دات طبعا بعج بال بات ديال أغيت مسبر وشر يعتو بيان. Ингушетия не раз страдала от рук бандитов, поэтому для народа День солидарности в борьбе с терроризмом не просто пустые слова. В регионе остались десятки вдов сотрудников, погибших, защищая родину от бандитов. Один из них – Абукар Костоев, которому звание Героя России присвоили посмертно. Он погиб при исполнении в страшную июньскую ночь в 2004 году. Сегодня вдова Костоева просит молодежь жить в мире и не ломать судьбы людей. В 2004 году тендацию зум хоживине биршкаб жажи сумор гиздукхуб нях ноаной мы белби истим белби дей мы белби шинами би дей ноаной шеш тадак диаш ходохша азмел холда трун маснина. После официальной части митинга прошли акции с участием детей и молодежи. Юноармейцы стерли слово «террор» с асфальта. Это символический посыл для того, чтобы взрослые наконец стерли террор с лица земли. Свою лепту внесли и спортсмены. Бойцовские клубы объединились в борьбе против террора. Бойцовский клуб РЗ против терроризма. Зарема Ивлоева, Адам Долгиев, Новости 24.